Многофункциональные центры создаются по всей стране в соответствии с федеральным законом номер 210 ФЗ от 27 июля 2010 года об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. МФЦ предоставляют услуги по соглашениям с органами власти, их предоставляющими, и по единым административным регламентам предоставления услуг. Это означает, что если вы обратились в многофункциональный центр за заменой паспорта по достижении определенного возраста, то перечень документов, которые с вас запросят наши специалисты, будет точно такой же, как если бы вы обратились в Федеральную миграционную службу. Изготавливаться ваш паспорт будет 10 календарных дней, независимо от места обращения. И государственная пошлина будет именно 200 рублей в любом случае. Это касается любой услуги, которую предоставляет многофункциональный центр. Это учреждение начало работать на территории нашего района не так давно, однако определенно набирает обороты. Количество принятых в этом году заявителей перешагнуло отметку в 2000 человек. В основном к нам обращаются граждане за услугами по государственной регистрации права на недвижимое имущество, по государственному кадастровому учету, по замене паспорта гражданина Российской Федерации, по постановке на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и по разрешению на осуществление строительства и реконструкцию жилых помещений. Перечень оказываемых услуг со временем возрастал, и на сегодняшний день здесь можно сделать, если не все, то очень многое в режиме единого окна. Теперь через нас можно получить страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, так называемый СНИЛС, написать заявление о выдаче государственного сертификата на материнский семейный капитал, оформить адресное социальное пособие, единовременное социальное пособие, целевую потребительскую субсидию на оплату продуктов питания, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком. На сегодняшний день гражданин вправе выбирать, куда ему обратиться за получением услуги, в соответствующий орган власти или в МФЦ. Критерием выбора может быть либо наличие или отсутствие очереди в данный момент, комфортность ожидания или график, режим работы учреждения. Например, в определенные дни миграционная служба работает с 15 часов, а вы приехали утром, вам нужно заменить паспорт или оформить прописку. Вам можно обратиться в многофункциональный центр в удобное для вас время. Кроме того, есть такие услуги, документы по которым принимаются в областном центре, в соответствующем ведомстве. И в этом случае Октябрьский многофункциональный центр значительно облегчит вам задачу. МФЦ примет документы по таким услугам на месте. Это касается оформления лицензии на розничную продажу ликероводочной продукции и осуществления перевозки легковым транспортом. Мы сами передадим документы в соответствующее министерство. И есть такие предприниматели, которые по этому поводу обращаются уже неоднократно. Закончился у них срок лицензии, они приходят снова к нам и приносят свои документы. Еще одно нововведение будет интересно субъектам малого и среднего предпринимательства. С 1 по 17 сентября текущего года будет возобновлен прием документов на субсидирование малого и среднего бизнеса по 3 направлениям. На технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства, на развитие центров времяпровождения детей и на уплату процентов по кредитам, привлеченных в российских кредитных организациях. По поводу консультаций и предоставления данных услуг можно обратиться в многофункциональный центр, а мы, руководствуясь соглашениями, заключенными с Министерством экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области, передадим их в данное министерство. МФЦ уже давно предоставляет платные услуги по ксерокопированию, сканированию, ламинированию документов, отправке факса и электронной почты. Но теперь МФЦ начинает оказывать и платные юридические услуги. Это касается пока только оформления договоров на недвижимость. Это может быть договор купли-продажи недвижимости, дарения и так далее. График нашей работы мы постарались сделать для вас удобным. Каждый день с 8 часов до 17:15. В среду один день в неделю это до 20 часов, а в субботу с 9 до 12. Воскресенье – выходной день. Любую консультацию вы можете получить по телефону 629 92. Это касается и граждан, которые хотят предварительно записаться к какому-то специалисту на удобное для него время. Обращайтесь по адресу улицы Дзержинского, 42 в поселке Октябрьский, на первом этаже здания редакции газеты «Придонские вести». И специалисты ответят на любой интересующий вас вопрос.